Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Полицейские раскрыли кражу портативного гаража в Якутске. С сообщением о пропаже в полицию обратилась местная жительница. Она на ночь оставила свою машину, прикрытую тентом, во дворе дома, а утром обнаружила, что портативный гараж украден. По горячим следам полицейские установили подозреваемых. Их оказалось сразу несколько. Безработные 30- и 26-летний мужчина и 22-летняя женщина. Установлено, что подозреваемые, проезжая мимо жилого дома, заметили автомобиль, прикрытый тентом. Убедившись, что во дворе нет камер и за ними никто не наблюдает, они украли портативный гараж, а затем продали его за 5000 рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. В среднем им грозит до 5 лет лишения свободы. Якутянка осуждена за незаконную продажу алкоголя в Сунтарском районе. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Так, безработная жительница села Сунтар, которая ранее уже привлекалась к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, в декабре прошлого года вновь реализовала алкогольную продукцию. Она доставила ее на своем автомобиле до покупателя. Отмечается, что при этом женщина заранее приобрела в одном из алкогольных магазинов 20 бутылок водки для дальнейшей розничной реализации. Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 70 000 рублей с рассрочкой исполнения на 10 месяцев. Житель Мегино-Кангаласского района обвиняется в избиении матери. По информации региональной прокуратуры, 27-летний мужчина в январе этого года вернулся домой пьяный и начал ссориться с матерью. Разозлившись, он начал избивать ее. В ведомстве отмечают, что он не остановился даже после того, как потерпевшая упала. В результате потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. После совершения преступления мужчина покинул свой дом на 6 дней. Преступление совершено им в присутствии 2 свидетелей. Подсудимый признал свою вину в полном объеме, однако показания давать отказался. Его вина подтверждена в суде показаниями потерпевшей, свидетелей, а также совокупностью собранных по делу других доказательств. По итогам судебного заседания мужчина признан судом виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Прокуратура Сунтарского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. По сообщению прокуратуры, подсудимый, не имея необходимые разрешительные документы, в октябре 2018 и 2019 годов предложил одному из жителей села Кокуну заготовить древесину для отопления ряда объектов, сказав ему, что все необходимые документы на рубку лесных насаждений у него имеются. Мужчина согласился. В последующем подсудимый с использованием бензопилы в октябре 2018 года незаконно вырубил 345 лиственниц, а в октябре 2019 – 245. Стволы деревьев мужчина распиливал на поленья и складировал на месте рубки до момента обнаружения работниками лесничества. В результате государственному лесному фонду причинен ущерб на общую сумму более 500 000 рублей. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Следователи завершили расследование уголовного дела о смерти стропольщика на рабочем месте в Мирнинском районе Якутии. По данным следствия, во время поднятия автокраном груза одна стропа сорвалась с крюка и часть опоры ударила стропольщика в голову. Сообщается, что 22 ноября прошлого года мастер на территории базы, расположенной в микрорайоне Дорожный, поселка Айхал, не осуществил должный контроль за действиями работников. Мастер дал указание бригаде электромонтажников и крановщику произвести работы по демонтажу и установке новых опор в его отсутствие. Тем самым не обеспечил безопасное проведение работ, не проконтролировал соблюдение рабочими правил охраны труда и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины. В ходе следствия проведен ряд экспертных исследований. Следователь отметил, что обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и возместил потерпевшей стороне причиненный своими действиями моральный ущерб. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Бывшего бухгалтера крупнейшей ресурсоснабжающей организации приговорили к условному сроку за хищение более 6 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Женщину признали виновной в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. По данным следствия, подсудимая с 2015 по 2019 год вносила корректировки в электронные платежные документы за отпуск и командировки сотрудников предприятия. Сумма хищений составила более 6 миллионов рублей. Женщина причинила юридическому лицу ущерб в особо крупном размере, отмечают в ведомстве. Суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил бывшему бухгалтеру 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.